Дорогие друзья, я думаю, что именно это слово можно применять сегодня, обращаясь к вам, потому что мы с вами единомышленники. Единомышленники – это не просто те люди, которые работают в одной сфере деятельности, но это люди, которые объединены одной целью. Детям с ограниченными возможностями здоровья особенно сложно адаптироваться к полноценной жизни. Сделать жизнь таких детей комфортней призван межрегиональный форум «Жизнь без границ», который прошел в столице Южной Якутии впервые. На самом-то деле все дети, они должны жить в семье, все дети должны иметь счастливое детство, и задача всех тех, кто сегодня собрался, именно организовать профессионально, помочь семьям с детьми, с тем, чтобы наши дети были счастливы. Форум собрал представителей социальных учреждений из 7 регионов России. Это реабилитационные центры, дома социального обслуживания, центры наставничества и многие другие организации, работающие с детьми, которым нужна помощь и уход. Это некоммерческая организация, которая занимается проблемами сиротства. Социального сиротства – это там, где дети, у них есть родители, но они по тем или иным причинам находятся в детских домах. Вот. Мы работаем с этими детьми, мы работаем с семьями, помогаем не попадать детям в детские дома. Ну и, собственно, вот это основные виды деятельности нашего фонда. На форум я приехал рассказать о наших практиках работы с постинтернатным сопровождением, то есть с выпускниками детских домов. Такие, к сожалению, есть. Им сложно адаптироваться в современном мире. У них были недостаток, дефицит знаний о мире, пока они были в детском доме. Поэтому мы их стараемся адаптировать, социализировать, и в этот мир они входят уже более, так скажем, у них есть шанс стать благополучными взрослыми с нашей помощью. Первый день форума участники посвятили визитам в социальные учреждения Нирингринского района. Я увидела по-другому, как работает социальная система и сфера именно в Республике Саха, сравнивала с Санкт-Петербургом и получила большой заряд эмоций и много подчеркнула для себя, что можно будет применять в своем учреждении. А именно, хочу сказать, это единая команда сотрудников, вариативное меню, посуда не металлическая, посуда сделана из экологической пшеницы, сняты белые халаты, которые тоже нужно снимать, открытые глаза, открытое понимание. Не только я видела сотрудников, но и родственников видела. И много реабилитационного оборудования, которое помогает реабилитировать наших ребят ваших. У нас все-таки взрослый интернат. И я много-много обратила внимание, тоже буду у себя применять это оборудование. Также это социально-культурные мероприятия, реабилитация, физическая будет реабилитация тоже применяться. Ну и, конечно, открытость души, наверное, жителей Республики Саха. Во-первых, мне понравилось высокое небо, яркое солнце. Мне захотелось тут остаться и работать. Участники форума посетили Нирингринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул», Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «Сувак», Республиканский центр комплексной реабилитации для детей и взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и Республиканский детский специализированный дом социального обслуживания в поселке Серебряный Бор. Обожаю свою природу, снег чистый, белый, вообще классно. Люди со всей страны фактически встретила, старых знакомых, здорово, интересно было посмотреть, как живут дети в учреждении, тоже было много где. Но мне понравилось очень. Очень позитивно, очень рады видеть классную команду, которая круто работает с такими детками, с тяжелыми множественными нарушениями развития, как выстраивает работу, как каждому человеку относится, учитывая его потребности, и берет все возможности, которые
можно взять, да, и смотрит еще шире и ищет другие возможности, которыми можно помочь. Второй день форума открылся встречей в формате «Круглый стол. Сила в единстве». Темы для обсуждения были самые разные. Очень здорово, что мы все здесь имеем возможность поделиться опытом. У нас у всех достаточно большой опыт и экспертиза в этой деятельности. Наша организация, например, работает с 2012 года. И начинали мы работать как раз с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. И мне есть чем поделиться здесь с коллегами, в том числе опытом работы инклюзивного подросткового пространства, куда приходят подростки нормотипичные, подростки с инвалидностью в том числе. И для меня очень важно услышать то и узнать, как работают другие специалисты, как работают другие организации, как устроено межсекторное взаимодействие, как работают благотворительные организации в Якутии. Поэтому я считаю, что такие форумы обязательно должны быть, и благодарна за то, что имею возможность сюда приехать и рассказать о себе. Участники перенимали опыт учреждений Нерюнгринского района и делились своим накопленным опытом реализации различных программ, применением новых методик и технологий. Мы приехали с двумя задачами. С одной стороны, поделиться опытом именно на конференции, теоретическим, с коллегами. И второе, мы приехали в Серебряный Бор поработать со специалистами, с детьми, именно предметно, с точки зрения помощи, адаптации детей и поддержки такой коррекционной, потому что у нас уже был с ними опыт работы онлайн, и мы делали диагностику детей и помогали специалистам в поиске каких-то инструментов, дальнейшего движения, как с детьми заниматься. То есть у нас здесь две задачи на самом деле. И поделиться опытом сообщества, потому что мы работаем в разных регионах, у нас разные дети, и мы работаем как с государственными учреждениями, так и с некоммерческими, и мы очень много работаем с родителями. Также для участников были организованы практические тренинги по решению различных ситуаций, возникающих при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В подобных мероприятиях мы принимаем активное участие. Эти мероприятия нам, во-первых, вчера был очень насыщенный день, и мы посетили почти все мероприятия социального обслуживания. Да, это детские дома, открытость учреждений, обмен опытом очень важен, да, причем очень радует внешний вид детей, коммуникабельность детей, взаимодействие между учреждениями, взаимодействие между подразделениями. То есть в республике ведется такая огромная работа по концентрации около одного ребенка, массу специалистов, и делается все для данной категории детей, а это дети особой заботы. Поэтому большое спасибо, и данные мероприятия дают нам возможность для развития, потому что где-то мы видим положительное, где-то мы видим отрицательное, в первую очередь у себя даже где-то отрицательное, для того, чтобы развиваться дальше. Мероприятия необходимы для нашего развития, для нашей социальной сферы. Не остались в стороне и вопросы, касающиеся семей, в которых воспитываются особенные дети. Ведь зачастую именно таким родителям приходится особенно тяжело. Я в первую очередь приемная мама от 10 детей, 9 из которых особенные. С чем я приехала сюда? Мы очень много говорим о детях, мы очень много говорим о их потребностях, но немножко забываем о потребностях родителей. И я хочу поговорить именно о том, что нужно родителям, как поддержать родителей особых детей. Потому что мы ресурсы, без нас они никуда. И как уже пресловутое «наденьте маску на себя», и я предложу какие-то методики, какие-то техники самопомощи родителям. Такая небольшая практика, то, что может помочь. Здесь, сейчас, сегодня, это все я прошла на себе, у меня есть сложные дети, и предложу то, что работает, и то, что действительно поможет, потому что я понимаю каждого родителя, особого ребенка. Очень большой интерес у участников и гостей форума вызвали те методики, которые успешно реализуются в Нерюнгринском районе, в частности, Республиканском детском доме социального обслуживания поселка Серебряный Бор.
Мы смогли дать 2 нововведения, которые в нашей республике внедрены только за последние 2,5 года. Это внедрение канистерапии в нашем доме, в нашем специализированном детском доме, и презентовали студию моделинга, где занимаются наши воспитанники, инклюзивное обучение, нормотипичные дети и дети с особенностями собираются в одном пространстве, производят дизайн одежды и в дальнейшем ее представляют на площадках. Итогом нашего обучения можно сделать большое достижение, что наши воспитанники в 2023 году первый раз вышли на площадку фэшн в городе Нерюнгри. В 2024 году наши воспитанники, 6 воспитанников нашего дома, привезли призовые места и гран-при из города Самары. И в 2025 году, 28 мая, 6 воспитанников Республиканского специализированного детского дома поедут в Китай со своей новой коллекцией. Все без исключения участники форума отметили, что подобные мероприятия очень важны, и накопленный опыт обязательно должен масштабироваться, чтобы та работа, которая проводится в социальных учреждениях, стала еще эффективнее. Ну а те, кому она адресована, в полной мере ощущали искреннюю заботу и доброту. Я в восторге от такого форума, особенно сегодня показывали дизайнерские вещи, и как дети выступали. Работа с собакой, где собака является терапевтом, это увидено мной впервые. И, конечно, я тоже внедрю в свою деятельность новые идеи. Я в восторге, мне очень понравилось. Это настолько инновационно, настолько какие-то новые технологии, которые противоречат всяким правилам, понимаете, как обычно, мы работаем в педагогике и в детских домах. Поэтому это огромная мотивация для меня. Безусловно, прошедший форум станет очередным, очень большим шагом к развитию социальных учреждений Южной Якутии.